На прошлой неделе Еврокомиссия опубликовала обновленный черный список авиакомпаний, которым запрещен взлет в воздушное пространство Евросоюза. Со 193 фирм список сократился до 181, однако абсолютно все авиакомпании Кыргызстана по-прежнему фигурируют в этом списке. Стоит отметить, что наша страна единственная в СНГ, чьи авиаперевозчики не могут летать над ЕС, причем не решается эта проблема с 2006 года. На круглом столе, который состоялся после публикации списка в Кыргызском агентстве гражданской авиации, заявили, что до следующего года страна покинет этот список. Осталось совсем немного – устранить 40% нарушений, за которые наши самолеты не пускают в небо Евросоюза. Подробнее на эту тему мы поговорим с директором агентства гражданской авиации Кыргызстана Хурманбеком Акышевым. Здравствуйте, Хурманбек. Здравствуйте. Вот более чем 10 лет кыргызские авиакомпании находятся в черных списках Евросоюза. Каждый год после публикации в прессе звучат обещания того, что мы из этого списка обязательно выйдем. Нужно лишь немного подождать. И в этом году снова было сказано, что к 2018-му страна покинет этот список. Скажите, почему за столько лет эта работа не была проделана? Что мешает довести кыргызскую авиацию до требований международных стандартов? Вы правильно сказали, что в 2006 году так называемый черный список Еврокомиссии мы попали. Это по итогам аудита Еврокомиссии. Основными причинами были слабые возможности выполнения агентством гражданской авиации своих сертификационных возможностей, надзорных функций. И слабая работа, она с 2006 года до 2015 года 2-3 аудита Международной организации авиации, ИКАО называется, тоже прошли. Вместо того, чтобы вот это несоответствие устранить, у нас от 67 до 128 количество умножилось. И только 2016 года, декабря, мы смогли на уровне Министерства транспорта и дорог с ИКАО соглашение подписать по устранению этих недостатков. Данное время, с февраля по данное время сейчас 60% этих несоответствий устранено по шаговой работе именно нашими сотрудниками, нашими авиационными инспекторами. И я бы сказал так, не знаю, каждый год кто обещает, но я далек от той мысли, что через год-два, вообще в наших планах на 3 года вот этот план составлен, так как вот это число 2018 года, ноябрь, почему откуда вышло, 2-3 дня назад по нашему приглашению в нашу страну прибыл со своей делегацией президент ИКАО на уровне Джоурка Кенгеса, на уровне руководителей нашего правительства. Они встречи организовали и семинар провели совместно с ИАТА, это ассоциация по воздушному транспорту в нашем регионе. Там озвучили именно вот это время, ноябрь 2018 года. Почему? Потому что нашу работу увидев, они убедились, что мы действительно к этому времени сможем именно вот эту работу выполнить. Поэтому было озвучено вот это время. Но я бы сказал вот так. Если хорошо, 2018 года в ноябре, если мы на сертификацию подадим заявление, это было бы очень хорошо. Но по нашим планам 2019 года до конца года, если мы выполним все эти требования, сертификацию подадим, если нам международную сертификацию тогда дадут, тогда мы могли бы сказать, что мы выйдем с этого черного списка. Понятно. Вот на прошлой неделе вы обсуждали этот вопрос вместе с Төраға Чыныбаем Турсунбековым, и было сказано, что, как вы уже отметили, осталось устранить 40% недочетов авиации. Скажите, пожалуйста, какие конкретно меры вы собираетесь предпринять в ближайшее время, и что будет сделано в первую очередь? В первую очередь, недостаточное финансирование именно в области авиации, именно надзорных функций
наших инспекторов, именно сотрудников агентства гражданской авиации, не позволяет достичь тех норм, которые требования ИКАО, которые мы хотим устранить. На уровне сейчас правительства идет на согласование именно по финансовой поддержке. Этот вопрос по министерствам на согласовании находится. Премьер-министр на своем уровне тоже согласен, что финансированием надо эти вопросы решить. Я думаю, финансированием не решится вопрос. Многие вот это несоответствия тоже автоматически устранены будут. Курманбек Мырза, как бы вы в целом оценили состояние самолетов кыргызских авиакомпаний, потому что складывается впечатление, что парк самолетов обновляется довольно редко? Все говорят, что самолетный парк старый, поэтому мы в черный список попали. Это неправильное понятие. Как говорится, в авиации старых самолетов не бывает. Бывают самолеты негодные, летной негодности. То есть каждый самолет проходит определенный чек, определенный ремонт на конструкторском бюро. На это очень многие средства входят. Он уже новый самолет, и обеспечивая безопасность полетов, авиационную безопасность, они, когда летают, они год, два, три соответствуют всем правилам, стандартам. Я вас благодарю за беседу, Курманбек Мырза. Напомню о проблемах в сфере гражданской авиации Кыргызстана. Мы поговорили с директором агентства гражданской авиации Кыргызстана Курманбеком Акбашевым. Спасибо вам. Спасибо.